Сегодня никакой красной ленты. Почтовое отделение Карабулака уже открыто и начало свою работу. Здание построено на центральной улице. Здесь будут обслуживать жителей нового микрорайона «Весна». А это ни много ни мало около 5000 человек. Разрешите от имени главы республики Калиматова Махмуда Алимакша Арипча поздравить вас с этим замечательным днем, пожелать успехов в работе на новом качественном уровне, в новых качественных условиях, в современных технологиях. Я вот уже со счету сбился, какое мы открываем отделение. Сегодня только открывается 3 сразу. Поэтому наша почта по итогам прошлого года заняли мы первое место. Поэтому вот, наверное, такие шаги, такие поступки и ваша работа позволяет выйти на эти рубежи. Даже не верится, мы буквально только несколько месяцев назад закладывали здесь капсулу, и уже стоит прекрасное такое красивое здание. Еще раз, с праздником вас, в добрый путь. Это почтовое отделение будет 3-м для Карабулака. В городе проживает около 40 тысяч человек, и в этой его части почтового отделения не было. И горожанам приходилось преодолевать не 1 километр дороги для похода за письмом, пенсией или же другой услугой. Президент и правительство поставили беспрецедентную задачу в кратчайшие сроки отремонтировать все сельские отделения по стране. И первой справилась Ингушетия. Как и всегда, если честно, справлялась. В новом почтовом отделении работают 4 человека. Здесь оказывают почтовые и коммерческие услуги и также будут предоставлять жителям этой части города все финансовые услуги. Хочется сказать огромное спасибо за все, за участие, за то, что вы нас так поддержали, что мы можем так красиво работать с людьми, оказывать им какие-то услуги свои. Предоставлять такие возможности, конечно, очень приятно. В новое здание переезжают и работники почты Далакова. Около полугода они провели в приспособленном для работы помещении до завершения строительства нового офиса. В нем 2 окна для обслуживания посетителей, объемные полки для хранения посылок, кабинет для кассы, кухня и большой холл. Просто слов нету. Настолько приятно, настолько хорошо. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте. Очень приятно в таких условиях работать. Штат почты немного больше, чем в Карабулаке. Здесь работают 5 человек. Им предстоит взаимодействовать почти с 8000-ным населением. Около 3000 из них – пенсионеры. Лардыбяп, ханяучи 80% ебол хабер уюртырнах бы 80%. Калханчит халмышты. Калханчит тан куан ачхарц бирзлатты. Далее на очереди открытие отделения в Сунже. Это 4-е здание почты, которые построили за последний год. В каждом из них созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, чтобы подняться по пандусу, можно воспользоваться помощью работника почты. В первую очередь мы пытались создать условия труда для работников, для того, чтобы качественно и своевременно оказывали услугу населению. Я думаю, что нам это удалось за короткий период времени, за небольшой совсем период времени. Все 3 объекта были начаты буквально 4,5 месяца назад. И за этот короткий период нам удалось все-таки достичь той цели, которую перед нами поставили. Республика Ингушетия всегда развивалась очень активно. И сначала это, конечно, был Магаз, и весь акцент был на этот город. Однако сейчас в рамках поручения президента по ремонту сельских отделений почтовой связи мы начали проводить работу планомерную по восстановлению отделений. Таким образом, Почта России хочет показать, что мы несем людям наши услуги, в том числе и в села. В числе главных достоинств новой почты наличие современных технологий и неповторимый дизайн. Такие отделения называют почтой нового формата. В первую очередь такая формулировка из-за наличия услуг, которые оказываются в электронном виде. Все 3 объекта находятся, как говорится, в шаговой доступности. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.